Сегодня в республике ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. Речь идет о тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Для того, чтобы сходить в магазин, аптеку или на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, для них выделено определенное время. Но в этом деле можно попросить помощи и у волонтеров. Подробности у Эмиля Басареева. Наша забота. Ага, я не вижу. Пенсионер Шамиль Баширов просит поставить коробку на полку. Мужчина инвалид по зрению, из дома практически не выходит, поэтому просит сходить в магазин кого-то из знакомых или обращается к волонтерам, как в этот раз. В наборе крупы, макароны, чай, консервы, печенье и многое другое. И тяжело приходится иногда, да? Бывает? Ну, конечно, да. Поэтому продуктовый набор очень даже выручает меня. Готовлю, конечно, могу сварить курицу, там еще кое-что. Подобные наборы волонтеры проекта «Наша забота» передают тем, у кого трудное финансовое положение, а также одиноко проживающим, находящимся в центре внимания соцслужб. Но есть и другая помощь. За час времени поступило около 30 звонков уже. И в основном звонят лица 65+. Заявки на доставку продуктов и лекарств операторы колл-центра «Наша забота» принимают по номеру 8 800 201 8903. Они составляют список, а после передают волонтерам, которые отправятся в магазин или аптеку и доставят все до порога. Оплатить нужно будет только стоимость покупок. Обратиться в штаб могут и люди с хроническими заболеваниями, беременные и инвалиды. Кроме того, автоволонтеры могут помочь и в других вопросах. Можно обратиться, оформить заявку, и автоволонтер приедет и поможет человеку съездить до больницы или до пункта вакцинации для того, чтобы человек сделал все прививки от COVID. Сейчас эта работа снова запущена. Мы оказываем помощь гражданам 65+, которые оказались на самоизоляции. С сегодняшнего дня на обязательную самоизоляцию необходимо уйти пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, не сделавшими прививку от COVID-19. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики. Ранее к Радию Хабирову с такой просьбой обратились главврачи нескольких крупных медучреждений. Ведь пожилые – наиболее уязвимая группа населения при пандемии. Коронавирусная инфекция, она обостряет все остальные заболевания, тяжелые заболевания, которые, конечно же, в основном проявляются у людей старше 65 лет. Нужно сделать прививку для того, чтобы снизить вероятность заболевания, и нужно сидеть дома и снизить контакты для того, чтобы еще в несколько раз снизить возможность заболевания и, соответственно, самого печального исхода, который может привести. Ситуация за последние 2 недели Российской Федерации и наша республика, она резко ухудшилась. Произошло кратное увеличение больных. Многие больницы переполнены. Пришлось только за последний месяц перепрофилировать 3 больницы под ковид-госпитали. Для лиц пожилого возраста эти меры являются спасительными. По информации регионального Минздрава, в последнее время снизились темпы вакцинации и выросло число госпитализаций. Ежесуточно ковид уносит жизни более 30 жителей Башкортостана. Эксперты отмечают, новые ограничения призваны спасти людей, ведь подобные меры уже давали эффект. Это не единоличное решение руководителей региона или страны. Это, в общем-то, я считаю, коллективное решение. Анализ ситуации многими специалистами, экспертами. Весной принимали такое решение ограничений, потом летом. А результат был положительный. И все же пожилым и людям с хроническими заболеваниями не придется сидеть взаперти. Они могут сходить за продуктами в аптеку, на прием к врачу, съездить на дачу или посетить кладбище с 11 утра до часу дня. А работодателям рекомендуется перевести на дистанц сотрудников старше 65 лет, если они не вакцинированы или не переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Эмиль Басареев, Владимир Шевчук, Радис Хужин. Новости Уфа.